Да, основным еще нашим приоритетным направлением является изучение культурного и исторического наследия приренских ямщиков, потому что именно на нашей территории есть две ямщикские станции – Аймранская и Адабанская. В Адабанской почтовой станции в конце XIX века посетил Владимир Николаевич Короленко, русский писатель, отбывая ссылку в Амгу. И впоследствии Владимир Николаевич Короленко написал прекрасный рассказ, который называется «Ад-Даван». Ямщики, прибыв сюда, они, конечно, были людьми-пионерами именно освоения новых земель. И мы прекрасные потомки ямщиков прекрасно знаем, что они прибыли из разных губерний нашей центральной России. Они сыграли очень судьбоносную роль именно не только освоении Якутии, Сибири, именно развитие экономического, культурного развития нашей родной республики. Сегодня я хочу рассказать об удивительных экспонатах нашего музея. Например, медаль сельского старшины почтовой станции, который давался за особые заслуги перед Отечеством. И он был найден в местности Аймран. Есть такие, например, экспонаты, как нательные кресты наших предков. Есть такие предметы, которые можно, как пороховницы, эти украшения почтового ящика, коллекция украшений конской упряжи. Кроме украшений, здесь посередке, видите, да, как буква «Ф» – это бляха ремня именно рода Филипповых. Именно мы, потомки ямщиков, сохранили уникальную, можно сказать, свадебный старинный обряд приренских ямщиков. Именно только у нас в Видяе празднуется именно свадьба по тем обычаям наших ямщиков, предков. И вот в нашем музее есть атрибуты свадебного обряда. Это украшенная дичь и хлеб. Это на третий день молодые уже угощали своих родственников первым своим угощением, это дичью и хлебом. Но еще более уникальным таким экспонатом является именно эта печать ямщика. Здесь даже написано «Д. Филиппов», потому что именно у нас родоначальниками нашей почтовой станции Аймран были Филипповы из Ярославской губернии. И мы рады, что наш библиотека-музей активно именно работает по сохранению культурного и исторического наследия не только села, но и приренских ямщиков, наших предков, русских переселенцев, которые приехали сюда осваивать и работать как государевы ямщики по Иркутско-Якутскому почтовому тракту.